Здравствуйте, дорогие зрители! Остались считанные дни до выборов в Народное собрание Республики Абхазия. Выборы в парламент являются всеобщими, равными, свободными. А наша с вами задача – сделать осознанный и правильный выбор. В студии абхазского телевидения кандидат от 22-го избирательного округа Фазылби Авицба. Здравствуйте! Здравствуйте. Авицба Фазылби Лизберович родился 24 февраля 1957 года. Окончил Ишерскую среднюю школу в 1974 году. В том же году поступил на вечернее отделение Сухумского индустриального техникума на факультет промышленное и гражданское строительство. После окончания учебы в индустриальном техникуме в 1978 году поступил на заочное отделение филиала ГПИ имени Ленина на факультет промышленное и гражданское строительство по специальности инженер-строитель. В 1980-1982 годах служил в Краснознаменном Среднеазиатском военном округе. В 1982 году начал работу в Абхазском областном совете по курортам и профсоюзам в должности инженера планового производственно-технического отдела строительного управления. В 1984 году был назначен начальником планово-производственного технического отдела. В 1990 году после реорганизации строительного управления был назначен начальником строительного предприятия «Строитель Абхазского областного совета по курортам и профсоюзам», где и проработал до начала боевых действий в Абхазии. Во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992-1993 годах был командиром 2-го батальона Кумистинского фронта. После реорганизации вооруженных сил Республики Абхазия в бригадную систему был назначен командиром танкового батальона 1-й мотострелковой бригады Кумистинского фронта. Затем в целях сведения имеющейся бронетехники под единое командование был назначен командиром бронетанкового батальона Кумистинского фронта. После окончания войны с 1993 года служил в должности командира 2-го бронетанкового батальона Министерства обороны Республики Абхазия. Принимал активное участие во всех военных операциях и послевоенного периода. С марта 2009 года полковник в отставке. В 2012 году был избран депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия, где возглавлял Комитет по обороне и национальной безопасности, а также был членом Комитета по межпарламентским и внешним связям. В числе первых получил звание Героя Абхазии. Впоследствии награжден многочисленными орденами и медалями Абхазии, России и Южной Осетии. Имеет 3 детей, 6 внуков. Фазылби Лизберович, добро пожаловать в нашу студию. Надеюсь, наше с вами интервью будет интересно не только вашим избирателям, но и всем, кто смотрит наш эфир. Вы уже были в Народном собрании. Почему опять решили стать депутатом парламента? Еще раз здравствуйте. Да, я в действительности был депутатом Народного собрания 5-го созыва. Возглавлял Комитет по обороне и национальной безопасности и также был членом Комитета по международным парламентским связям. Ну, почему я опять стал? Этот выбор осознанный для того, чтобы принимать, инициировать и обсуждать те насущные вопросы, законопроекты, для того, чтобы нашему народу, нашей стране жилось лучше, и много других вопросов, которые будут возникать там в процессе, значит, парламентской работы. И еще имею такое желание, вы знаете, я хочу сказать, что сегодня по политическим взглядам наш народ немножко разделен. Вот, в первую очередь хочу обратиться к своим боевым друзьям, как Амцахара, Арва, вот найти площадку, значит, была площадка разговора, где мы могли бы понимать друг друга, а не уличными методами или эта площадка будет в парламенте или в общественной палате. Было бы хорошо, если эта площадка будет в совете старейшин. Вот такие моменты. Продолжим наше интервью. Фазылби Лизберович, я знаю, что вы проживаете в селе Ишера, там же и избираетесь. Насколько важно, чтобы кандидат проживал в том округе, в котором он избирается?
Но это в первую очередь очень важно, потому что тот депутат, который избирается в округе, он знает каждую улицу, то есть всю инфраструктуру этого округа. Это будет сельские дороги, водопровод или электропередачи, транспортные сообщения, самих же людей, как они живут, где они больше, как говорится, контакты имеют с народом. Поэтому это очень важно. Сегодня наш эфир, я надеюсь, смотрят и ваши избиратели, поэтому хотелось бы узнать, депутат Народного собрания должен отстаивать интересы только своего округа, или он должен заниматься коммунальными, социальными вопросами граждан, или же заниматься законотворчеством? Депутат Народного собрания Республики Абхазия, она говорит само за себя. Он должен заниматься законотворчеством. А другие социальные, коммунальные, есть депутаты сельского совета, районного совета. Эти депутаты хозяйственники. Они непосредственно должны работать в селе, работать в администрации этих сел. Да, и сам депутат Народного собрания. То, что у них не получается, он должен отстаивать интересы, чтобы эти необходимые интересы, допустим, дорога, свет, вода и так далее, не получается, все, допустим, у них в районе. Потому что район тоже у нас, знаете, она дотационная, хотя в этом году они выполнили план с профицитом, но это не значит, что у нас все хорошо. У нас рельеф само по себе пересеченное. Сегодня засыпал, завтра смыл. Понимаете как? Поэтому нужно и помогать им для того, чтобы датировать с правительства или и так далее, и искать источники дохода. В 2012 году в парламенте вы возглавляли комитет по обороне и национальной безопасности. Если вас изберут 12 марта, в какой сфере и в каком комитете вы хотели бы продолжить свою работу? Я выберу опять свой, как говорится, профиль. Это комитет, в первую очередь, комитет обороны и безопасности и международный комитет, который тоже, как говорится, работал членом этого комитета. Весь Северный Кавказ, парламентского взаимоотношений, и не только парламент, и правительством, и главам этих республик, у меня сложились самые теплые дружеские отношения. И эта работа, она уже, как говорится, имеет достаточный опыт, чтобы и в этом комитете тоже быть. В пятом созыве инициировали ли вы законы и как эти законы сегодня работают? Ну, конечно, инициировал и обсуждал, и изменения вносил. Например, мне сегодня не очень-то нравится, как работает закон об обороте оружия. Мы четко прописывали этот закон для того, чтобы было разограничение. Там мы имели в виду, кто имеет право носить, право на ношение, право на хранение. Мы разделили по статейно гладкоствольные, краткоствольные, это нарезные, там, ну, вот, что является коллективным оружием, что является личным и так далее. Но, к большому сожалению, сегодня кто-то, это, допустим, я депутат, почему я должен носить это оружие? Касательно вопроса оружия, насколько необходима депутату неприкосновенность и может ли он ею прикрываться? Ну, к большому сожалению, прикрываются. Есть такие факты, но я думаю, что неприкосновенность депутату, честному депутату, она нет никакой необходимости. Если какой-то депутат пользуется неприкосновенностью, это не значит, что он должен быть неприкосновенным совсем. Для этого есть статьи Уголовного кодекса. Если он совершил, он должен, как и все граждане нашей республики, отвечать перед законом. Я считаю, что перед законом, как простой гражданин или чиновник, все должны быть равны. Поговорим о внешней безопасности. Вы, как ветеран войны, герой Республики Абхазия, как вы думаете, можем ли мы расслабиться и быть уверенными в своем мире? Но у нас война еще не закончилась, у нас нет никакого мирного соглашения с нашим соседом восточным. И мы расслабляться ни в коем случае не имеем права. Мы знаем, какие события были в Арцахе, да, в Карабахе, последствия его. Сегодня мы видим
Вот я очень много раз ездил и в Донецкую республику, и в Луганскую республику. С 2014 года я каждый год по 3-4 раза ездил туда. И там, знаете, вот, сегодня в каких условиях они жили, 8 лет неопределенности. Это тоже, ну как можно расслабиться? Сегодня наш стратегический союзник наводит спецоперацию в Донбассе, вы это прекрасно знаете. Мы не имеем никакого права расслабляться, мы должны быть всегда начеку. Можем ли мы сказать, что у нас нестабильная уже политическая система, и чем могут быть чреваты последствия смены власти неконституционным путем? К большому сожалению, да, есть нестабильность политической ситуации. У нас частые митинги, да, вот эти разные силовые методы отстранения власти, смена власти. И это нас к хорошему не приведет. Лучше всегда находить общий язык, как говорится, за круглым столом. То есть вы за дипломатию. Конечно. Фазыл Белизберович, у вас 3 детей, 6 внуков. Если кто-то из ваших внуков решит стать депутатом или пойти в политику, какой совет вы ему дали бы, да и позволили бы вообще? Вы знаете, какой бы совет? Совет «Ютох и сычкун». Обрахиваться, бзи и юбу. Человек должен идти туда, где ему нравится. Я могу посоветовать стать где-то чем-то, но он, может быть, этого не любит. Он должен формироваться в любви к своей профессии. А что касается политики и депутатства? Честно, не хочу. К завершению не могу не спросить, во время вашего депутатства пользовались ли вы своим статусом народного избранника, разными благами, неприкосновенностью? Да нет, мне нет никакой необходимости, чтобы пользоваться неприкосновенностью. Я обычный такой же гражданин, как и все граждане Республики Абхазия. От кого я должен быть неприкосновенным? Или какие мне блага? Я не ищу ни пенсию, мне военная пенсия. Она достаточна или недостаточна, но у меня есть пенсия. От депутатского я никаких благ абсолютно не хочу. Фазыл Белизберович, благодарю вас за интервью. Желаю вам и вашим избирателям удачи. Спасибо вам. А я вам напоминаю, что сегодня в студии Абхазского телевидения мы беседовали с кандидатом в депутаты от 22-го округа Фазылбием Авицба.